Уже в 1975 году наша больница имела 24 специализированных отделения, 11 лечебно-вспомогательных кабинетов и консультативный прием, консультативная поликлиника проводилась по 24 специальностям. А еще своя санавиация и роддом. У руля такого огромного организма Анатолий Разманов был 15 лет. Успел построить новые корпуса и вывести хирургическую службу КОМИ на совершенно иной уровень. Все это надо было организовать, создать определенные, даже при недостатках средств, условия работы для врачей, для пациентов. Пациенты обожали во время больницы, обожали, просто обожали. Это она считалась, она котировалась. И не только у нас, и даже я был в Горьком, знали про нее. И как на все хватало сил и времени, удивляются коллеги Анатолия Разманова. Он контролировал все, от глобальных строительных вопросов до мелочей. И главное, не был равнодушным ни к пациентам, ни к персоналу. Анатолий Михайлович сам принимал на работу медицинских сестер, проверял дипломы, оценки, требовательный, строгий. Ну и постоянно мы учились. С Анатолием Михайловичем мы вместе были на субботниках, ездили в колхозы, везде он был с нами. После окончания Сыктывкарского медучилища ушел на фронт. И там не расставался с хирургическими инструментами. Уже позже закончил институт. В родной больнице начинал урологом. А потому изнутри знал тонкости работы крупнейшей лечебницы республики. Был очень требовательный сам по себе. И в то же время он очень был добродушным. А добродушным почему? Потому что если какие-то неполадки, он всегда мог уговорить, сказать, что действительно надо сделать так. Но в то же время требовательный, очень требовательный был в этом отношении. И все нюансы в работе, которые встречались, он решал оперативно. А еще Анатолий Разманов стоял у истоков становления Центра медицины катастроф. На новом месте очень пригодился его управленческий опыт. И, конечно, человечность, которая была главным критерием всех принятых решений за многолетнюю медицинскую карьеру. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.